На площади Алания в вечерний час как никогда многолюдно. Здесь собрались любители скорости, драйва и рева двигателей. За час до открытия гонок для всех зрителей подготовлена концертная программа. Самый главный автомобильный праздник не только республики, но и всей страны начинается бурно. Болельщики пришли с транспарантами поддержать и поприветствовать любимые команды. Перед официальным открытием ралли глава Ингушетии Юнусбек Евкуров пожелал удачи всем участникам, а болельщикам красивого зрелища. Когда первый раз мы провели кубок по авторалли, очень много было отзывов со стороны, особенно по нашим горным дорогам, по горным пейзажам, по красотам. Люди с восхищением отзывались, и уже на второй или третий наши турниры, те, которые там с восхищением говорили про нашу республику, они уже сами сюда приезжали, воочию это все наблюдали. Надеюсь, что организаторы делают все, чтобы участникам было комфортно, хорошо, чтобы жителям республики тоже было приятно смотреть на эти авторалли. К пожеланиям удачного старта и яркого финиша присоединились депутат Государственной Думы России Алихан Харсиев и директор ралли Тимур Кафаров. Хочется пожелать всем спортсменам безаварийной трассы, чтобы они остались довольны и уехали по регионам, вспоминали Ингушетию, вспоминали наше население. Именно в Ингушетии, на ее дорогах, будет решаться судьба тех гонщиков, которые ехали весь сезон, в течение всего сезона, с января по октябрь месяц, они соревновались на трассах всей России. И вот наступает, пожалуй, самая ответственная и волнительная часть – церемония торжественного открытия. Старт финала Кубка страны ралли Ингушетия-2017 объявляют председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев и Алихан Харсиев. Поехали! Финал Кубка России по ралли Ингушетия 2017 объявляется открытым. Финал Кубка страны ралли Ингушетия-2017 проходил на 5 спецучастках. В соревнованиях принимали участие 28 экипажей из различных регионов страны. Маршрут гонщиков пролегал по нескольким спецучасткам. Старт был в Магасе, далее Барсуки, Карабулак, Аки-Юрт, Старый Малгобек и Вежери-Юрт. Второй день соревнований традиционно открывал бывший спецучасток Ачалуки, хорошо известный, но сменивший название по территориальному признаку на Барсуки, поскольку расположен на территории одноименного сельского поселения. Здесь автомобильные заезды начались ранним утром. Гонщики оспаривали звание лучшего рейсера, в том числе и команда из Ингушетии. В общей сложности им предстояло проехать более 300 километров по песчано-гравийным участкам. Первым делом на трассу с протяженностью около 5-6 километров отправляется нулевой экипаж, а тем временем к своему старту готовятся и остальные участники. Среди них и наш земляк Хамран Миржоев, который в ралли принимает участие не в первый раз. Все нормально, трасса отличная, готовность стопроцентная, машина в порядке. Несмотря на то, что ралли – экстремальный вид спорта, на этом спецучастке проблемы возникли только у одного экипажа. Здесь каждый экипаж контролируется по своим постам – старт, финиш и стоп. Машин сегодня у нас по стартовке стартует 26 экипажей. Есть еще судейские нулевые экипажи, но за боевые они не считаются. Пока гонка идет хорошо, есть уже одни уши, экипаж ушел в обрыв, крутился несколько раз. А так все штатно, с экипажем все нормально. Ну а тем временем на старте участка в городе Карабулак проходят не менее зрелищные заезды. Участники подъехали к трассе протяженностью более 12 километров. Пока штурманы проверяют машины перед вторым стартом, пилоты поделились своими впечатлениями от трассы и ожиданиями от предстоящей гонки. Очень сложная гонка для нас. Попробуем доехать. В принципе, все в наших руках. Наши основные соперники трое сошли. Поэтому у нас задача только доехать. Впечатления хорошие, дороги приятные, очень гоночные, не портятся от прохождения машин. Мы лидируем в своем классе и занимаем на данный момент, наверное, 3-е место в абсолюте. Планируем как минимум удержать эти места, а то и улучшить. В ралли очень важно правильно стартовать, чтобы не потерять время в дальнейшем по прямой. Также здесь работает специальная группа, которая отвечает за соблюдение всех правил заезда. Старший судья спецучастка рассказал, как поэтапно происходит выезд на старт. На старте мы работаем таким образом. Подъезжает автомобиль, мы забираем у них контрольную карту. Контрольную карту заполняем.
пишем им время старта, вот, которое они должны будут уехать. Вот, подставляем специальное оборудование для фиксации фальстарта. Вот, и автомобиль готовится. На месте также работают представители всех дежурных служб. Охрана расставлена вдоль трассы и внимательно следит за безопасностью на треке. Не обойтись здесь и без спасателей скорой помощи, которая дежурит на обочине в случае аварии. Ну а на финише все гораздо интереснее. Одной из первых с огромной скоростью мимо проносится ингушская команда ралли, на знакомой всем болельщикам «Лада Калине», вслед за которой с интервалом лишь в пару минут к финишу прибывают и другие участники. Спортивные автомобили высокой мощности, мчащиеся на предельной скорости по грунтовой дороге среди кукурузного поля, смотрятся весьма оригинально. Проехав буквально 100 метров от финишной черты, расположился судейский штаб, где участники ралли могут сделать остановку на некоторое время и в случае необходимости подремонтировать своего железного коня или же подкачать шины, как, например, команда из Краснодара. Мы немножко не угадали с шинами. Шины очень мягкие, они уже все, их практически нету. Поэтому сейчас нам еще один спецучасток проехать, и дальше замена шин будет у нас, сервис. Есть среди гонщиков и те, от кого удача на этот раз отвернулась. У экипажа из Екатеринбурга возникли технические проблемы с трансмиссией. Из-за неполадок с коробкой передач участники не могут ускориться до максимума. Пока они едут третьими, но это только полбеды. Часто приходится менять колеса. Очень много камней. Ну, скажем так, немного убойная для автомобиля. А так сегодня дороги очень интересные. А как вы считаете, до финиша доедете? Очень хотим. Далеко ехали. На второй секции, именно так называют в ралли второй круг, одними из первых прибывают Леонид Чернов и Виктор Климашевский. Экипаж из Новороссийска считается на соревнованиях самой старшей командой, которая гордо называет себя команда дедушек. Вместе нам 110 лет, шутит штурман, и посвящают дедушке эту гонку своим внукам. Нам здесь очень нравится. Я сюда приезжаю уже третий, Леонид четвертый раз. Здесь замечательные люди, здесь замечательное отношение к гонке. И вот участники соревнования переезжают на следующую промежуточную точку гонки в Малгобекский район. Старт в сельском поселении Аки-Юрт, финиш поселок Южное. Старт, несколько секунд, и автомобиль срывается за столбом пыли. На отдельных участках трассы Аки-Юрт Южные болиды достигают максимум своей скорости, а это почти 200 км в час, что требует от пилота недюжинного мастерства. Пока одни стартуют, другие участники заездов последние минуты изучают еще раз маршрут. Вчера и позавчера проезжали на обычных дорожных автомобилях по 2 раза каждый спецучасток. У нас есть дорожная книга, в которой есть карта, в которой есть детальная расписано детально, как, куда ехать, куда поворачивать на каждом спецучастке и между спецучастками. Соответственно, сейчас перед стартом так вспоминаю, освежаю в голове, чего у нас там на допе. Гравийная дорога очень опасна, тем более тут в холмистой местности много поворотов. Команду из Москвы подвела техника, что не редкость в этом жестком виде спорта. Обратный отчет и старт команда под номером 2 Mitsubishi Lancer, не проехав и километра, сошла с дистанции, опрокинувшись в кювет. Автогонки не оставили равнодушными и зрителей. Многие из них впервые в жизни могли понаблюдать за ними вживую. Гонки были очень прекрасные, интересные. Я пришел сюда с внуками посмотреть, как внуки, детям тоже интересно. Спасибо, кто это организовал. 15 минут и участок протяженностью 14 километров пройден. У каждого спортсмена своя тактика прохождения трассы и свой штурман, который ведет его по этой трассе. На высокой скорости в условиях ограниченной видимости штурман становится едва ли не главным действующим лицом в экипаже. Достаточно промахнуться мимо нужного поворота или дать неверную подсказку водителю, чтобы потерять шансы на победу. Прошла первая секция, наш экипаж справился хорошо, было много опасностей, но мы справились. Впереди еще целая гонка, надеемся на лучшее. Соперники все сильные, все достойны победы, будем бороться за призовое место. Закончив первый заезд по этой трассе, участники выходят на вторую секцию. Из 26 стартовавших машин до финиша доехали не все болиды. Выезжают всего 18 автомобилей. Каждая новая гонка – это новые города и страны. Так что помимо приобретения водительского опыта, участники гонок получают и просто удовольствие от новых мест и впечатлений. На этом соревнования на спецучастке Аки-Юрт Южное заканчиваются. Далее команды отправляются в город воинской славы.
После сервисного перерыва в Малгобеке участники готовятся штурмовать 3-ю и 4-ю секцию, которые состоят из нескольких проездов Старый Малгобек и Вежери-Юрт. Эти спецучастки проложены по одному участку дороги и имеют 4 смены вида покрытия – грунт, гравий, брусчатка и песок. Несмотря на то, что у гонщиков позади 3 сложных участка, стартуют они весьма резво. Стартует 26 экипажей. Общая протяженность этого спецучастка составляет более 120 километров. За безопасностью всей трассы наблюдает так называемый нулевой экипаж. Вскоре после небольшого перерыва участники ралли вернулись на исходную позицию. Солнце уже клонится к закату, но несмотря на это, экипажи, включив фары своих автомобилей, продолжают колесить по грунтовке, приводя зрителей в восторг. В ходе последних заездов из соревнований выбыли сразу 3 экипажа. Вот так завершаются гонки в рамках финального этапа Кубка страны Ралли-2017. Пока судьи подсчитывают результаты соревнований, в городском сквере Малгобека для всех зрителей и участников устроили концертную программу. На торжественной церемонии закрытия и награждения победителей с приветственным словом в адрес всех участников финала Ралли-2017 обратился первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Аздоев. От главы республики хотел бы поздравить всех участников соревнования и жителей города-героя Малгобека с закрытием таких серьезных масштабных соревнований. Желаю вам удачи. Спасибо всем организаторам. В категории 1600Н третье место заняли Чернов Леонид и Виктор Климашевский. На втором месте Александр Дуденков и Ренат Набдулин. Ну а на первом месте в этой категории команда из Санкт-Петербурга. Победителей в категории 2000Н награждают министр финансов Ингушетии Бекхан Аздоев и глава администрации Малгобекского района Адам Тичоев. Третье место этой категории за командой из Перми. На втором месте команда из Москвы. Ну а на первом экипаж из Краснодара Николай Копырин и Юрий Бросалов. В абсолютном зачете третье место занимает команда «Лада Спорт Роснефти» Дмитрий Воронов и Александр Даниловский. На втором месте экипаж из Краснодара. Ну а на первом команда из Санкт-Петербурга Александр Осипов и Александр Андреев. После награждения всех победителей и призеров соревнований финальный этап Кубка страны Ралли Ингушетия-2017 завершил красочный салют. Юсуп Гелисханов, Новости 24.